Добрый вечер, как всегда, пятница, 21:00, как всегда, телеканал АТР, как всегда, по этим замечательным дням и замечательным временам на телеканале АТР замечательная передача, что у них там за поребриком, с этим замечательным мангалом у меня за спиной, который, я надеюсь, если мы пожелаем в Новый год, может быть, оно и сбудется даже. Напоминаю, что мы работаем с вами в прямом эфире. Вот сейчас появится плашечка с телефонами, по которым вы нам звоните. Мы ждем ваших звонков и вайберов, и сообщений. Вот она уже появилась. Задавайте, спрашивайте, пишите, телеграфируйте, отсылайте почтовых голубей. Начнем с главных новостей. Главная новость, на мой взгляд, этой недели, что Турчинов заявил, что Украина готовит новый проход кораблей через Керченский пролив. Также одновременно в Черное море зашел британский разведывательный корабль. Сенат Соединенных Штатов Америки поднимает вопрос обеспечения судоходства в Черном море. И сегодня министры обороны Украины и министры обороны Великобритании совершили выход на катере, тоже там в районе Черного моря, но не через Керчь, а так просто вышли. И великобританец сказал, что наша страна, то есть имея в виду Великую Британию, наша страна пользуется правом свободного хождения в международных водах, и мы, в общем-то, будем тут ходить, и нам пофиг, что думает Россия. Это хорошие очень новости. В очередном этом проходе на украинских кораблях Турчинов обещает разместить представителей ОБСЕ. Это совсем замечательные новости. В общем, короче говоря, готовится очередной вот такой вот, я бы не сказал, что это даже показывание зубов, это готовится то, что надо делать. Наконец, украинская армия начала показывать зубы, и наконец она начинает то, что надо делать, да, потому что тут можно было бы, конечно, говорить очень много и очень долго о том, что только тот прошлый проход очень сильно качнул чашу весов в международной арене на сторону Украины, про то, что уже хватит и надоело каждый раз приезжать в свою армию и говорить, что вот голых боссов кто-то послал куда-то там в полон не дрожащей рукой, потому что все это никакие не мальчики, какие-то несмышленыши, да, которых обманули и отправили непонятно на какую провокацию. Это воины, которые давали присягу, которые выполнили ее, которые выполнили свой долг, сделали свое дело. Сейчас они, конечно, находятся в плену, но они оттуда будут вытащены и сделали свое дело с честью, да. И вот сделано то, что надо было делать. Я вот скажу самую главную вещь, на мой взгляд, что во всем этом есть. Есть такой термин – военное присутствие. В словаре написано так. Различают следующие формы военного присутствия. Патрулирование ВМС в водах Мирового океана. В 20 веке отдельные государства стали использовать военное присутствие в целях военно-политического давления, а также охраны собственных морских и воздушных коммуникаций. То есть это даже не воды Мирового океана, это украинские территориальные воды. И суть здесь в том, что если Украина считает себя независимым, суверенным государством, она обязана присутствовать в своих территориальных водах. Вот просто обязана, да, потому что мы каждый раз просим помощи у Запада, а Запад в ответ нам скажет: а что вы сделали? Вы сами ушли из своих вод. В общем, Украина обязана это делать, обязана присутствовать в своих водах, обязана там ходить, обязана показывать свое военное присутствие. Все, это наши воды, мы будем тут ходить. Поэтому Россия может делать, конечно, что хочет. Я думаю, там все закончится просто перекрытием. Загонят они очередной танкер, переходит Керченский мост. Но Украина вот делает ровно то, что должна делать. И это прям просто как-то невероятно радует, да? И мы с вами, вот, например, не готовы. Я вот не готов это делать, я сижу в бункере, да, и нас из Фейсбука туда никто не гонит, но есть люди, которые готовы. Они давали присягу, они понимают все риски, принимают эти риски, готовы к выполнению своей этой присяги, к выполнению своего приказа. Давайте не будем просто им мешать. Пусть люди делают то, что должны делать. Вчера, кстати говоря, Андрею Эйдеру исполнилось 19 лет. Вот что в своем фейсбуке пишет Николай Полозов. Самый молодой из военнопленных Айдер
Андрей Эйдер. В ходе вооруженного нападения на Амбак-Бердянск со стороны российских кораблей был ранен. В данный момент находится в лазарете СИЗО «Матросская тишина». Его уже смогли там посетить консулы Украины и адвокат нашей команды Александра Маркова. Андрей знает о той поддержке, какую ему оказывает его народ, его страна и весь цивилизованный мир. Не забываем, говорим, будем говорить, напоминать постоянно и делать все, чтобы их как можно быстрее, конечно, освободили. Вика Ивлева, журналист российский, организовала сбор средств, ну, вы наверняка это уже знаете, и вот на этой неделе отвезла передачи пленным морякам в Лефортово, 24 передачи, они собрали, все передали, вернули, по-моему, правда, почему-то туалетную бумагу, но и потом ее передали тоже. Передачи можно передавать на 3000 рублей. Было собрано в России, Вика объявила сбор средств, и в России было собрано 450 тысяч рублей в поддержку морякам. Поэтому сейчас вот она отвезла эти передачи, так что самым необходимым они сейчас там обеспечены. Встал сейчас вопрос о закупке теплых вещей на зиму. Сейчас вот Вика будет заниматься этим. Я просто хочу сказать, я эту новость сделал просто потому, что хочу сказать огромное спасибо. Около администрации президента, кстати говоря, еще российский президента, узурпатора, в России, да, около администрации Путина прошел пикет, на который пришло 11 человек, тоже в поддержку моряков. И, вы знаете, вот, мне кажется, по-моему, это все, да. 11 человек пикета и 4 человека вместе с Ивлевой, которые помогали все это закупать. Ну и, конечно, безусловно, те люди, которые переводили деньги. Вот я вам хочу сказать спасибо вам огромное, ребята. Вот просто действительно огромное спасибо за это, за то, что вы это делаете, за то, что не бросаете там парней, хотя бы им просто помогаете, потому что моральная поддержка сейчас важнее всего, безусловно. Россия направила к Азовскому морю ракетный фрегат. Какой именно из 5 сторожевых кораблей Черноморского флота ВМФ РФ идет в сторону Керченского пролива, не уточняется. Российский ракетный фрегат выдвинулся из Крыма в направлении Азовского моря. Об этом агентству Reuters сообщил очевидец на территории временно оккупированного полуострова. Сторожевой корабль заметили в 1,5 милях от берега в районе Феодосии. На палубе был вертолет. Но эта сторона тоже готовится, тоже понятно, что они будут оказывать сопротивление какое-нибудь или всяческое сопротивление. Я не думаю, что они прям готовы начать войну, но что-то там перекрывать, таранить, маневрировать и мешать они, конечно, будут. И хорошо, что в этот раз будет на борту и представители ОБСЕ, и британец этот туда зашел, и, в общем, поддержка в этот раз будет. Еще одна такая международная политическая новость этой недели, даже последних дней. Дональд Трамп вывел войска из Сирии, вдвое сократив присутствие в Афганистане. А министр обороны Соединенных Штатов Мэттис через 2 часа, буквально там, через пару часов после заявления Дональда Трампа о выводе войск из Сирии, подал в отставку. И сейчас там начинается. Трамп действительно, да, обещал вывести войска из Сирии. Это было в его предвыборных обещаниях. Но это все-таки какой-то, конечно, уникальный человек, который умудрился развалить администрацию вот просто в течение 2 лет. И Мэттис там был одним из последних адекватных людей. Народ оттуда просто разбегается. Совершенно непонятно, кого он сейчас найдет на должность министра обороны, и что со всем этим делать, и как из всего этого выруливать. Потому что, конечно, Дональд Трамп – это такой человек, который... Вот Америка 150 лет строила глобальный мир, не только Америка, весь Запад, скажем так, да, весь западный мир. Они строили 150 лет глобальный миропорядок, а этот человек за 4 года хочет его оттуда выйти, из этого глобального миропорядка, и сказать, что мы, американцы, сами по себе, давайте замкнемся вокруг себя и не будем больше участвовать в мировых делах. Так не получится. Так будет все только трещать по швам и разрушаться дальше. Уже республиканцы там начинают писать твиты, что окей, время паниковать. И я, в общем-то, с ними согласен. Само по себе это событие, оно, в общем-то, не хорошее, не плохое, да, потому как все события, они, в общем-то, интересны в связке. Сейчас пока сложно сказать, чем все это обернется, чем все это закончится. Давайте будем смотреть. Может быть, он еще и не уйдет ниоткуда, никуда. Если уйдет,
Я вот, честно говоря, не знаю, для Путина это в плюс или в минус, потому что Путин там останется вообще теперь в Сирии, ну, одной из главных действующих сил теперь он останется, и ему придется теперь там воевать уже по-настоящему, и количество гробов это увеличит однозначно. Поэтому, вот я не знаю, посмотрим, подождем, пока просто отметим эту новость. В Латвии открыли архивы КГБ. Вот это моя самая любимая новость за эту неделю. В Латвии открыли архивы КГБ. Леонид Якобсон. Там вообще сейчас началась неделя внеклассного чтения. Читают все 10 тысяч архивов, 10 тысяч карточек. Там, к сожалению, нету поиска по фамилии, они просто отсканированные. Ну вот там пол Латвии сейчас сидит, читает и вытаскивает на свет Божий очень интересные какие-то вещи. Леонид Якобсон, редактор «Компромата.ру», читает очень активно, и вот он, значит, выложил такую карточку, что Александр Иванович Кудряшов был завербован в 1982 году. Вербовал Александра Ивановича Кудряшова сотрудник 5-го отдела 4-го отделения Комитета государственной безопасности Латвийской ССР Александр Ищенко. Александру Ивановичу Кудряшову был присвоен псевдоним «Читатель». Категория Александра Ивановича Кудряшова – агент. Все бы хорошо, но дело в том, что Александр Иванович Кудряшов – это митрополит Рижский и всея Латвии Александр, действующий латвийский митрополит Рижский и всея Латвии, агент КГБ, завербованный в 1982 году с кличкой «Читатель». Это я к тому, зачем нам нужна поместная церковь. Вот за этим. Потому что половина там всех этих митрополитов российских, они завербованы еще с 80-х годов. Так. Новости зоопарка. Президент России Владимир Путин пообещал поразбираться с совместным проектом бизнесмена Михаила Гуцериева и канадского цирка «Цирк дю Солей» в Сколково после жалобы Эдгара Запашного, гендиректора Большого Московского государственного цирка. На заседании Совета по культуре при президенте РФ Запашный назвал неприемлемым открытие стационарной площадки канадского цирка в России. Он подчеркнул, что цирк дю Солей на постоянной основе переманивает из России кадры и предположил, что они еще и школу здесь откроют. Ужас какой! Цирк дю Солей откроет в России школу. Инвестиции Гуцериева, по мнению Запашного, были бы полезны для нашего российского искусства. Во времена, когда Канада очень активно вводит против нас санкции, мы вдруг почему-то становимся гостеприимными, сказал Запашный. В этой стране на полном серьезе начали бороться уже с цирком. И делят деньги Гуцериева, которые, по мнению Запашного, он должен складывать в Запашного, а не в цирк дю Солей. Давайте посмотрим мэра города Челябинска, который интересуется у своей паствы, давно ли она была в Париже. Когда мы будем решать нормально? Вот и что. Почему болеют дети? Почему я не могу решать? Когда это закончится? Когда это закончится? Значит, вы должны как бы давно были в Париже, вы там примерно знаете, какого года? А какая нам разница, Париж? Я почему так страшно? Потому что у нас в городе не самая страшная в мире экология. Это не один. Давно ли вы, челябинцы, были в Париже? Вы знаете, какой там ужас происходит, а вы про экологию все. Возвращаемся к новостям цирка. Семью Запашных заподозрили в отмывании бюджетных денег. Это уже следующая новость. В общественной организации «Творческое объединение цирковых коллективов» сообщили, что неоднократно направляли обращения по поводу аффилированности членов семьи Запашных. Они занимают руководящие должности одновременно в ГУП «Большой Московский государственный цирк» на проспекте Вернадского и ООО «Цирк братьев Запашных». Глава Творческого объединения цирковых коллективов Виктория Ваганова пояснила, что в прокуратуре и администрации президента зарегистрировали обращение, однако никаких мер принято не было. Поэтому представители общественности решили обратиться в СМИ. За 55 представлений московский цирк получил 27 миллионов 940 тысяч рублей. Кроме того, отдельный договор на 5 миллионов рублей заключился на показ номера «Шамбола», который и так входит в программу цирка. Итого 28 плюс 5 это будет 33 миллиона. Это совсем неплохие деньги крутятся. Вот вы еще цирк, а смотрите, лям баксов можно взять, срубить и прям положить в карман. Понятно, почему они против цирка дю Солей выступают. Но это вот прям одна из главных новостей. Фракцию «Единой России» в Думе Казани возглавил директор зоопарка.
Прежде фракцию единороссов возглавлял Надыр Хайруллин, директор автомоек «Мададыр-Казань». 23 октября его приговорили к 3,5 годам колонии за мошенничество. У нас есть звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Задавайте вопрос. Добрый вечер, Игорь Степанович, Киев. Добрый. У меня такой вопрос. Вы, как всегда, точно заметили вот такой момент кадровый у Трампа, что он там многих разгоняет, не по делу, по делу. То вопрос. Вы могли бы сделать такой коротенький анализ, а вот наш президент, кадровая политика нашего президента, в контексте, что бизнесмен вряд ли может вести такую вываженную и для государства важную кадровую политику. Вот в этом контексте можете дать анализ? Спасибо, Аркадий. Спасибо. Но я не говорю, что Трамп всех разгоняет. От Трампа, наоборот, сами разбегаются, потому что никто с ним работать не хочет, потому что человек, по-моему, совершенно не представляет, что такое стратегия и стратегических задач государства не представляет совершенно. И народ оттуда бежит сам. А что касается кадровой политики Порошенко, вот одна из самых больших претензий Порошенко, на мой взгляд, это как раз, вот я в ленте прочитал, не помню сейчас у кого, замечательное определение, это кадровая импотенция. Вот это, на мой взгляд, одна из самых больших к нему претензий, потому что действительно какое-то чудовищное несоответствие тех кадров, которые он назначает, тем задачам, которые эти люди должны решать. Вот я не знаю, что там, по каким критериям эти люди отбираются, не знаю, по личной лояльности или по наименьшей безопасности, но я считаю Порошенко одним из лучших президентов Украины, а может быть даже и самым лучшим за последние вот 30 лет. Но с кадровой политикой там, конечно, беда, просто гигантский швах. И это одна из стратегических ошибок. Это, если даже не сказать фатальная ошибка, это очень сильный просчет. Поэтому с этими претензиями, эти ваши претензии я полностью разделяю. Почему так, не знаю, не ко мне вопрос. В Алуште банда депутата Государственной Думы устроила поножовщину. Вечером 18 декабря на парковке в оккупированной Алуште произошла жестокая драка с применением холодного оружия между членами чеченской банды и организованной преступной группы депутата Госдумы РФ Руслана Бальбека. Об этом сообщил журналист Иван Верстюк, опубликовав видео драки. По его информации, в Крыму активизировались чеченцы, которые активно участвуют в крышевании мелкого бизнеса. Руководит ими официальный постоянный представитель главы Чечни в Крыму Исаха Чукаев, сообщает Иван Верстюк. Он отмечает, что ключевыми конкурентами в крышевании крымского бизнеса являются местные уголовно-политические элиты. Согласно данным журналиста, драка между чеченцами и членами преступной группировки Бальбека произошла из-за долгов предпринимателя-таджика, который не рассчитался за фрукты. Банда Бальбека защищала таджика, а чеченцы того, кому он должен был деньги, сообщил Верстюк. В результате драки 3 человека попали в реанимацию. Но это вот ровно то, что... Это, конечно, посмотрите, поножовщина это жутчайшее, да, 90-е вернулись все вот эти вот банды. Но это вот ровно то, что я писал еще 4 года назад, что, друзья мои, вы сейчас, конечно, радуетесь, и про камни с неба, и Россия, и пенсии. Но подождите, пока к вам пришли, еще их там нет, а потом сразу за их там нетами придут чеченцы и будут отжимать у вас все гостиницы на первой линии моря. Ну, вот это и произошло. У нас есть звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Добрый вечер, Аркадий. Я из Крыма, так, на материковой части Украины. Я хотел бы узнать ваш прогноз по поводу этой предстоящей Керченской эпопеи. Если представить, что Россия пропустит данную колонну, то значит получится, что она должна поступиться своим величием и державностью. Если же не пропустит, то получится, что она нарвется на очередную, как говорится, порцию санкций и непризнание ее правоты. Ваши прогнозы, спасибо. Спасибо.
Прогнозы могут быть совершенно разными, да. Эти могут и вмазать, потому что они совершенно уже поехали с катушек, и эти могут нанести и удар. Но это, мне кажется, все-таки маловероятнее. Мой прогноз таков. Я думаю, что они поступят как в тот раз, просто-напросто посадят там, сделают вид, что посадили на мель танкер и просто перекроют Керченский пролив и скажут, что мы ничего сделать не можем, вот здесь танкер сидит на мели, и особо нарываться не будут. Пропустить я не думаю, что они будут пропускать, не думаю. Но и нарываться особо я тоже не думаю, что будут в этот раз. Но думаю, просто перекроют пролив, и на этом все и закончится. Я так думаю. Ну, посмотрим. Новости вставания с колен. В городской больнице Благовещенска 63-летней пациентке, которая находится в хирургическом отделении после удаления желчного пузыря, сделали перевязку с помощью канцелярского скотча. В больнице ей объяснили, что скотчем пришлось воспользоваться, потому что в хирургическом отделении закончился медицинский лейкопластырь. Следственный комитет по Амурской области начал доследственную проверку, а губернатор региона сообщил, что главный врач больницы уволен. Вообще, ничего против скотча не имею. Скотчем можно даже дырки перевязывать. Если, скажем, вас, не дай бог, конечно, у вас в груди не образуется дырка, самое лучшее средство – это пакет и скотч. Главное, чтобы туда воздух не попал, не было пневмоторакса. Но когда в великой, вставшей с колен стране скотчем уже пользуются в больницах, это да. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Задавайте свой вопрос, пожалуйста. Алло. Да, вот теперь слышно. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Хуем полбу не дает. Говорите. Так, нет у нас звонка. Ладно, перезвоните нам, попробуйте. Что-то понятно, что-то непонятное у нас там. Возвращаемся к новостям вставания с колен. Путин покатал тяжело больного мальчика на вертолете над Петербургом. Президент Владимир Путин прокатил на вертолете тяжело больного Артема Пальянова из Ленинградской области, который отправлял письмо со своим желанием в рамках проекта «Мечтай со мной». Как сообщает пресс-служба Кремля, президент встретился с мальчиком, его папой и братом перед заседанием Совета по культуре. Путин поздравил их с наступающим Новым годом. Вместе они посмотрели на маршрут предстоящего полета, после чего Артем отправился на вертолетную экскурсию над Санкт-Петербургом. Вот я в принципе не могу понять, что должно происходить в голове у человека, когда ты миллиардер, да, ты встречаешься с больным ребенком, и, я не знаю, вместо того, чтобы, ты смотришь ему в глаза, и вместо того, чтобы, хотя бы и этому ребенку, не знаю, обеспечить операцию, ты его катаешь на своем вертолете, который, этот вертолет стоит как 10 операций, или 10 больниц, я не знаю, в то время как у тебя бабушек в больнице перебинтовывают скотчем. Еще бы подарил бы, я не знаю, как Кобзон подарил бы пирамидку эту, да, Кобзон с пирамидкой, там сейчас ему черти пирамидку подносят, а Владимир Владимирович, я думаю, черти будут подносить маленькие игрушечные вертолетики. Это какая-то полная шизофрения вообще, это полный вывих мозга, по-моему. Я совершенно не представляю, как это все укладывается в одной голове. Зато мосты в России сыпаться перестали, что-то у нас целый месяц нету таких новостей, но в России найден самый лучший нанотехнологичный мост. Давайте посмотрим. Наборы свои, самая нижняя часть начинается подъем. У меня все это снимается, разбирается, складывается в рюкзак и домой. Здесь слово «безопасность» отсутствует полностью. Почему? Потому что все только на удачу. Ловкость, выносливость и больше ничего.
чисто лично физические качества. Почему? Потому что одному-то проехать хорошо, вдвоем приехать уже тяжелее. Плюс то, что и блоки срываются, и мало ли что может случиться, и оборваться там трос, веревка. Конечно. Покатился и потерял равновесие. Соскользнул вниз, а высота там, вот если увидите, там метров 10, наверное. Вот с этой высоты он упал вниз. Там еще стоял лед, там протоки, они промерзшие, и лед еще не растаял, твердая была поверхность. Сломал локтевую кость и сломал бедро. Обычный блок с тросиком вешается. Да, поддержать. До 10. Самое потрясающее в этом видео, что жители вот этой вот замечательной деревни приносят каждый свои блоки с собой, потом убирают их в рюкзак, потому что и это украдут. Нет, чтобы сделать хотя бы какой-то, скинуться и сделать хотя бы один адекватный мост на всех, с какой-то хотя бы канатной дорогой, не знаю. Так они еще каждый для себя приносят, и каждый у себя друг у друга ворует. В Бурятии женщина замерзла насмерть у дверей Центра социальной помощи населению. По предварительным данным, женщина ночью вышла на улицу покурить. Для этого она воспользовалась не главным входом, ведущим в специально отведенное место для курения, а лестницей запасного выхода, которые по правилам пожарной безопасности не закрываются. Зайти обратно в помещение женщине не удалось. По каким причинам она не смогла вернуться тем же путем, в министерстве не уточняют. Охранники Центра соцпомощи не заметили замерзающую женщину. Установлено, что в нарушении инструкции они не проверяли видеокамеры и не обходили территорию учреждения. Социальный центр, ночлежка, в которой замерз человек, но это вот тоже что-то шиворот на выворот. В Свердловской области многодетной семье отключили свет за долги. Детям пришлось учить уроки в подъезде, а готовить мама ходила к соседям. Сейчас им удалось найти деньги на первый взнос по долгу, но как долго у них еще будет свет, неизвестно. Давайте посмотрим это замечательное видео. Вот сидим при свечках. Каждое утро собираем в школу, в садик детей отправляем. Я говорю, только зарплата 12 тысяч. Я говорю, а за садики платили, говорю, в школу, говорю, сейчас новогодние подарки, в школу и в садики принимают. Я говорю, ты что, говорю, издеваешься? Человек готов вроде вносить эти суммы, но у нас нет никакой гарантии о том, что человек завтра оплатит ту сумму, которую он нам обещал. У нас у всех есть дети, и в каждой, наверное, квартире дети, да, проживают. Но разве не родители несут ответственность за своих детей? Семья не получает компенсационных выплат на жилье, она многодетная имеет право на это тоже нужно вопрос решить. У меня вопрос, почему не проконсультировали по этому поводу, потому что, может быть, вот эта задолженность была бы гораздо меньше. И вот все в этих роликах одно и то же. Какая-то невероятная рабская покорность. Вот невероятное уныние во всем этом сквозит. Просто потрясающе. Переходим к новостям духовных скреп. В Башкирии в отдел РОВД, где трое полицейских недавно изнасиловали свою коллегу, помните, мы об этом говорили, пригласили попа и муллу, чтобы снять порчу. Невероятная история произошла на днях в Карамаскалинском отделе МВД, где служил подозреваемый в изнасиловании девушки-дознавателя подполковник Салават Галиев. Коллективу отдела МВД, оставшемуся без руководителя, показалось, что на них навели порчу. И из-за этого у них все беды. Инициаторами обращения к высшим силам стала начальник отдела кадров некая госпожа Филиппова. Вместе с мужем, служащим начальником АБ в этом же РОВД. Недолго думая, они пригласили в отдел попа и муллу, чтобы те прочли молитвы и провели обряд очищения.
Два бородатых служителя культа начали бродить по кабинетам в отделе полиции, просить у их начальника, то есть Бога, повышения раскрываемости, помощи в профилактике преступлений. Они изгоняли нечистого, но и дали наказ не блудить друг с другом и строго наказали полицейским, что насильничать друг друга – большой грех. Также в Башкирии новогоднюю елку для Стерлитамака, сегодня у нас Башкирия, видимо, отжигает на этой неделе. В Башкирии новогоднюю елку для Стерлитамака спилили на кладбище. Причем под руку подвернулось не абы какое дерево. Ель срубили на могиле главного архитектора Стерлитамака 70-80-х годов Юрия Подрядова. Хулиганы поймались, когда днем пригнали на кладбище кучу техники. И это увидели люди. По этому поводу был большой шум. Елку с кладбища устанавливать не стали. Она лежит распиленная в сторонке на главной площади Строймаша. А детям с опозданием на несколько дней установили новую елку. Вместо того, чтобы купить дерево в лесничестве, хитрые коммерсанты решили сэкономить и совершили акт вандализма. Если честно, наша семья просто в шоке. Маме скорую вызывали. Папа погиб 25 лет назад на моих глазах. Вы представляете мое состояние, когда я читаю эту ерунду? Возмутилась Анжела Юрьевна, дочь архитектора. Я был в Стерлитамаке, такой неплохой, уютный, очень такой ухоженный город, как ни странно. Но вот елки там на кладбище пилят зато. В Пскове при местном соборе организовали военный клуб для детей. В Пскове при Свято-Троицком кафедральном соборе открылся военно-патриотический клуб «Кремлевская дружина», где детей будут учить стрелять и выживать в экстремальных условиях. В клуб будут приниматься дети в возрасте от 10 до 17 лет. Их поделят на 3 возрастные группы. Среди наставников будут священнослужители и представитель бригады специального назначения 76-й дивизии ВДВ. Кроме стрелковой и экстремальной подготовки, подростков обучат основам православия и церковному пению. Еще у детей будут проверять школьные дневники. Если у них будут плохие оценки, то до занятий в военно-патриотическом клубе допускать их не станут. У нас есть звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Добрый вечер, это с Крыма. А вы можете прокомментировать ответ Путина украинскому корреспонденту и его выкрик? Я понял. Связь у нас сорвалась, но я понял ваш вопрос. Вы спрашиваете, могу ли я прокомментировать ответ Путина украинскому корреспонденту. Это, видимо, Роман Цымбалюк. Я прошу прощения, я уже давно не смотрю пресс-конференции Владимира Путина, потому что то, что он там говорит, мне абсолютно безразлично. Это не имеет никакого отношения к реальности, то, что он там заявляет. Его слова не стоят вообще ничего, то есть абсолютно ничего они не стоят. И слушать его можно только с точки зрения психиатрии, чтобы наблюдать, какие изменения происходят у него в голове. То, что он там говорит, рассказывает, показывает, доказывает, что он там рассказывает, что у нас ЧВК нет, что там в России 160 миллионов населения или еще что-то. Весь вот этот вот бред и бла-бла-бла, оно к реальности не имеет никакого отношения, и слушать это бессмысленно, да и не нужно совершенно. Что касается Ромы Цымбалюка, он, конечно, делает правильные вещи. Один, если даже, наверное, не единственный журналист, действительно журналист на этом сборище, который задает действительно вопросы, а не что-то там не участвует подобострастно в этой пресс-конференции. Вот Ромины вопросы, они действительно интересные, но ответы Путина на них, опять же, они тоже ничего не значат. Я в этот раз не смотрел вообще ничего, поэтому даже не знаю, что спросил Рома, но я уверен, что он спросил что-то нормальное, стоящее. То, что говорит Путин, можете не слушать совершенно. Масштабная программа создания духовно-спортивных центров при православных храмах стартует в России. Первый центр в честь героя Куликовской битвы Андрея Слябе будет открыт в среду при храме Сергия Радонежского на Ходынке, сообщили Интерфаксу в пресс-службе движения 40 Сороков, которое реализует программу совместно с Патриаршей комиссией по физкультуре и спорту. Господи, боже ты мой. В открытии примут участие епископы Русской Православной Церкви, боксер Владимир Носов, бойцы смешанных единоборств UFC Алексей Олейник и Дмитрий Сосновский. Аналогичные центры планируется открывать по всей стране и будут давать имена православных воинов и святых: Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Федора Ушакова, Михаила Кутузова и другим. Занимаясь спортом при храмах, дети будут получать не только спортивную подготовку, но также оформляться духовниками, воспитываться на примерах великих соотечественников и в соответствии с традиционными и патриотическими ценностями. В
В соответствии с традиционными патриотическими ценностями в Москве от отравления морфином скончался Иисус. Тело мужчины 96-го года рождения по имени Иисус было найдено еще в середине августа в квартире на улице Юных Ленинцев. Полицейские выяснили, что Иисус в августе купил неизвестный наркотик, употребил его, в результате чего скончался. А в конце ноября в Александровском саду был задержан мужчина, который приставал к прохожим. Дебоширом оказался Иисус Иосифович Христос. Он рассказал, что лежал голым в гробу и восстал из мертвых. Но вранье, это моя прерогатива. При попытке полицейских задержать нарушителя Христос потребовал доставить его к Путину, чтобы подарить флаг и рассказать о своих снах в гробу. Давайте посмотрим, как Владимир Путин борется с рэпом и с сексом. Рэп и прочее современные, да, на трех китах: секс, наркотики и протест. Но вот из всего этого, конечно, больше всего беспокоят наркотики. Это очевидная вещь. Это путь к деградации нации. К деградации. Им нравится там где-то с бугром этим заниматься, ну, Бог в помощь. Пускай что хотят, то и делают. Мы здесь должны, конечно, думать на тему о том, как выстраивать работу с тем, чтобы такого не было. Он прям сейчас совсем какой-то ранний Брежнев, вот прям очень-очень таким застоем 80-х пахнуло. Сегодня ты играешь джаз, завтра родину продаст секс, опять же, какой кошмар, господи, боже ты мой. Елену Бойко, ярую ненавистницу Украины, депортируют в Украину за пьяные дебоши. 11 декабря Юлия Норкина, жена телепропагандиста Андрея Норкина, сообщила, что днем ранее Елена Бойко пропала. 12 декабря главный редактор кремлевского сайта politrasha.com Руслан Асташко сообщил, что Бойко находится в спецприемнике для мигрантов в поселке Сахарово в Новой Москве. В день задержания судья Преображенского райсуда Москвы Олег Казанцев постановил выдворить Бойко из России и оштрафовать на 5000 рублей, признав виновной в нарушении иностранцам режима пребывания в России, совершенным в Москве. А Москва это не Россия, что ли? Ну, хотя, в принципе, да. Как заявила Бойко на суде, против нее в Украине возбуждено уголовное дело. Она просила в России политическое убежище и получила отказ. В решении суда указано, что Бойко внесена в базу данных «Мигрант-1». Это лица, которым запрещен въезд в Россию. Бойко – это такая тетенька, которая ходила по всяким там телешоу и всячески ругала бандеровцев, кровавый режим и поедающих снегирей карателей, а потом ее взяли за пьяный дебош в квартире, и вот сейчас ее депортируют в Украину и вносят в базу «Мигрант-1». Родина тебя бросит, сынок, всегда. Повторимся в 525 раз. Бывший народный мэр Лугутина, ополченец Егор Анатольевич Русский, это фамилия такая, Егор Анатольевич Русский, который в 2014 году приехал из России в ЛНР освобождать Новороссию от фашистов, получил в России 2,5 года колонии общего режима за взятничество и воровство в спортивной школе в Ухте, в которой он стал директором. Интересная фотка какая. Русский, в частности, стал известен, когда участвовал в захвате украинского карателя Надежды Савченко. Это я новости читаю. Народным мэром Лутугина он был в 2014-2016 годах. В Ухте Русский был активистом по наведению порядка, участвовал в организации «Город без наркотиков» и был народным дружинником по охране общественного порядка. Из спортивной школы, как отмечал следствие, Русский воровал все, что плохо лежит, вплоть до металлического забора, который он украл и сдал в скупку металлолома. Давайте посмотрим, как Бородаич вскрывается. Не то, чтобы говорит какие-то новости, но раз это заявляет сам Бородаев, давайте посмотрим и послушаем, почему бы и нет. У нас не было цели. И добровольцы русские. И я, в частности, шел туда, на Донбасс, вовсе не за тем, что были созданы две республики, ДНР и ЛНР, в них укрепились какие-то местные, так сказать, новоявленные элитарии, с позволения сказать, и они бы там процветали, да, отдельно от России. Нет. Целью создания республик было присоединение к Российской Федерации. Республики были созданы как вынужденная временная мера, подчеркиваю, как вынужденная и как временная. И вообще говоря, по-хорошему, и тенденция историческая. И мы все стремимся к одному, к тому, чтобы Донбасс стал бы частью Российской Федерации. Такой же обычной органичной частью, как сейчас является Крым, как любая другая область России. Не знаю, как Краснодарский край, как Дальний Восток, как, не знаю, Тюмень, или Тамбовщина, неважно, абсолютно, точно такой же частью, абсолютно равноправной.
и так называемые граждане ДНР и ЛНР перестали бы быть гражданами непонятных ДНР и ЛНР, а стали бы гражданами Российской Федерации. Вот свидетельство из первых рук, из главного свидетеля. Пожалуйста. Совершенно замечательная история, которая прям меня порадовала невероятно. Шведский профессор заплатила наемникам, чтобы вытащить своего докторанта из ИГИЛ. Езид Фираз Джумааху обучался на факультете химии Лунского университета, когда ему позвонила оставшаяся в Ираке жена и сообщила, что соседнюю деревню захватила ИГИЛ. Исламисты, считавшие курдов-езидов язычниками, убили там всех мужчин и угнали в рабство всех женщин. Услышав это, докторант решил поехать спасать свою семью. Однако вывести родных ему не удалось. Сразу после приезда Джумааху и его жену с детьми самим пришлось спасаться из родного дома бегством, укрывшись вместе с другими езидами на заброшенной белильной фабрике. Там докторант отправил своему профессору Шарлотте Тернер СМС-сообщение, в котором написал, что если не вернется в течение недели, то продолжить работу на диссертации не сможет. Шутник, люблю людей с чувством юмора в такие моменты. Госпожа Тернер, получив сообщение, пришла в ярость. То, что случилось, было абсолютно недопустимо, рассказала она в интервью. Я была так зла, что ИГИЛ вторгся в наш мир, ставя под угрозу жизнь моего студента и его семьи, нарушая наши исследования. За помощью профессор обратилась к начальнику службы безопасности университета Пьеру Густавсону. Тот пообещал, что его связи позволяют доставить транспорт и обеспечить безопасность по всему земному шару. Тоже непростой, видимо, мужик. В течение нескольких дней он заключил контракт с некой фирмой, которая взялась за спасение докторанта и его семьи. Вскоре после этого, как описывает Фираз Джумаа, 2 джипа Toyota Land Cruiser с 4 тяжело вооруженными наемниками приехали на белильную фабрику на севере Ирака, забрали оттуда его жену, 2 их детей и отвезли в аэропорт Эрбиля, откуда те самолетом были эвакуированы обратно в Швецию. Вот просто молодец, госпожа профессор Шарлотта Тернер, вот просто молодец какая-то. Это, что для меня в этой новости важно, это признак свободного человека. Свободные люди, когда попадают в плохие ситуации, они действуют. А несвободные люди, они вот пишут обращение Путину, выводят детей учиться на лестницу, потому что у них света нету, и через мост катаются на канатной дороге. Вот просто молодец, замечательная история, давно таких не было. Зато Марк Цукерберг, проклятый, не ответил на приглашение выступить в Совете Федерации РФ. Совет Федерации не получил ответа от социальной сети Facebook на приглашение ее создателя Марка Цукерберга выступить на пленарном заседании Палаты в качестве эксперта. Не отреагировал никоим образом. Мы прямого контакта с ним, с Цукербергом, не имеем. Можем действовать только через Министерство иностранных дел, сказал парламентарий, не знаю какой. По его словам, запрос в офис Facebook был направлен через посольство России в США в июне. А Валентина Матвиенко заметила, что надо и с русофобами встречаться, надо слышать разные точки зрения. Если человек выступает в Конгрессе США, где ему просто допрос устроили на 5 или 6 часов, выступает в Европарламенте, почему Совет Федерации не может вступить в диалог и вообще, в том числе, задать вопросы по его руфособским высказываниям, заявила Матвиенко. Вот, не знаю, эта тетенька на полном серьезе думает, что она такая же, как Сенат, Конгресс США или Европарламента, что Марк Цукерберг, бросив все, побежит в Россию выступать перед Матвиенко и рассказывать ему про свою русофобию. У нас есть звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло. Алло, говорите, Алло. пожалуйста. Да-да-да, говорите. Добрый вечер. Аркадій. Да, говорите, говорите. Привітати вас з Новим роком, з прийдешніми святами. От, всіляких вам гараздів, міцного здоров'я. І власне питання, бо дуже дорого, власне, хто я такий? Я таксист в Києві. Ті самі сумнозвісні. От. Зараз поїхали в Прагу трохи розвіятись. Так от, до якого часу ми будемо так пасивно себе вести? Ведь до нас шлють всяких подонків, кілерів, там, вбивають всіх, там, загрожують. Чого, власне, ми нічого такого не робимо? Це перше. І друге. Така от є Оля Курносова, є такий там Окунєв Сергій.
що ви про них думаєте, просто цікава ваша думка. Все добре, закругляюся, бо дуже дорого. Спасибо, спасибо. Если вы мне задаете вопрос, до которого момента вы будете бездействовать, я ответить на него не могу. Это не мне вопрос, это вы, наверное, должны себе эти вопросы все задавать. Что касается Оли Курносовой, мы с ней очень плотно общались в России по протестам. Она в Питере очень много делала протестов. У нас с ней, в общем-то, были хорошие отношения. В последнее время что-то как-то несколько лет уже что-то наши дороги не пересекались, но Оля Курносова наш человек, ничего против нее сказать не могу плохого. Вот так вот. Спасибо за вопрос. Переходим к новостям нанотехнологий. На ремонте российского зенитного ракетного комплекса похитили 70 миллионов рублей. Глава ОАО «Завод электроприбор» Муталип Эмиралиев обвиняется в хищении средств при ремонте российского вооружения по заказу чиновников Минобороны. Следствие выяснило, что в сентябре 2014 года предприниматель Эмиралиев выиграл госконтракт на ремонтные работы зениток. Согласно контракту, в зенитно-ракетном комплексе планировался ремонт блоков, ячеек, запасных частей и комплектующих. Подобное оборудование установлено на многих боевых кораблях, в частности на атомном крейсере «Петр Великий». По версии следствия, Эмиралиев нанял выходцев с Украины, которые за бесценок сделали косметический ремонт оборудования, просто покрасили блоки краской. Нанятым украинцам Эмиралиев впоследствии не выплатил даже зарплату. Ранее предприниматель таким же образом отремонтировал системы тропосферной связи на одном из объектов противоракетной обороны в Подмосковье. Найдите, Петр Алексеевич, найдите этих украинцев, которые вместо того, чтобы ремонтировать крейсер «Петр Великий», просто взяли его, покрасили краской, стырили 70 миллионов рублей у Минобороны и были кинуты сами. Я бы им как минимум вручил грамоту. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый, здравствуйте. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Да, меня Андрей зовут. Хочу задать такой вопрос. Только что я смотрел передачу «Антизомби», и там вспоминали о серии терактов в Москве, в Волгодонске, в Буйнакске, когда были взрывы в домах. Тогда обвинили чеченских боевиков, хотя позже было понятно, что это сделало ФСБ. Скажите, возможно ли такое повторится? И в этот раз обвинят нас, украинцев. Спасибо за вопрос. Я вот, например, кстати, смотрите, в последнее время появляется сведения, что на Донбасс завезли химическое оружие, и туда поступили беспилотники, точно такие же, как Порошенко привез из Турции, да, вот этот вот здоровый, медлительный, вот этот вот такой 6-метровый, не помню, как он сейчас называется. Я думаю, они готовят. Применят, не применят, я не знаю. Используют, не используют, я не знаю. Но я думаю, что они готовятся. Возможно ли? Возможно. Возможно. Провокации от этой страны ждать можно без проблем. Нужен ли им казус белли сейчас? Я не знаю. Я все-таки надеюсь, что они будут ждать до выборов, до парламентских выборов, я имею в виду. Но в конце концов, я думаю, им казус белли понадобится, и какую-нибудь провокацию они все-таки сварганят. Или, может быть, все начнется с Керченского пролива, с этого. Сложно сказать сложно, но я в них верю вполне. Возвращаемся в Мурманск. Суд в Мурманске приговорил к реальным срокам старшину и матроса, которые, по версии следствия, украли почти 400 радиодеталей с адмирала Кузнецова на 1,5 миллиона рублей в этот раз. По версии следствия, весной 2017 года старшина Арслан Айхмасов и матрос Филипп Филин выкрали из кладовой адмирала Кузнецова радиодетали и спрятали их в другом помещении корабля. На борту они оборудовали подпольную мастерскую, где отделяли из деталей элементы с драгоценными металлами, которые затем продали в Мурманске за 1-2 миллиона рублей. Ну, тоже неплохо. И Кузе еще урон нанесен. Давайте посмотрим замечательный сюжет из города Мурманска. Люди реально и закон в пакетах выбрасывают мусор. Одно из известных мне убежищ. Я вообще не представляю. У нас нет информации в городе, где у нас есть убежище, если вдруг что случится. Если вдруг Норвегия захочет навести здесь порядок. Подождите, если в Рослякова загорится лодка атомная, как у нас уже было 2 года назад, у нас в Рослякова загорелась обшивка на атомной подводной лодке. Она была полностью с боезапасом, все. А вот люди мне говорили, она просто горела. Она горела, ее не могли потушить. Ее не могли потушить 2 суток, потом ее пришлось затапливать. Посмотреть Мурманск нужно именно там, где живут люди.
И смотреть, в каких условиях живут люди. А здесь живет, собственно говоря, рабочий класс. Антенна. Антенна. Отключают телевидение, а они все равно. То есть это, им за неуплату отключают? Да, смотрите, тут люди живут. Вот здесь, видите, заколочено, а тут живут люди. Офигеть. Они сами подключаются. А самое прекрасное, хотите, вот стадион, вот школа. Вон там вот школа. Вот девятиэтажка на Миронова, там был прекрасный проект, сделали у нас, я не знаю, это просто смех и слезы был. Знаете, вот это вот комфортная среда от ядра. Да. Вот. И они там показательно делали комфортную среду. Мне это так нравилось. То есть вот там вот комфортная среда, 2 метра мы проходим. То есть вот это все заколочено, окна тоже люди живут, да? Да, скорее всего, там кто-то живет. Детская площадка, удобно. Можно прямо скатиться под бампер. У людей нет холодильника, они вывешивают еду за окошко. Это ядро делало комфортную территорию на Миронова, и сюда нагнали технику. И они то, что оттуда вырывали, грунт, еще что-то. А просто скидывали здесь? Да, они скидывали здесь, вот. Видите? Вот. И оно вот тут вот все вот так. Более комфортной среды нет, что тут дойти? Я просто не хотел убить кроссовки. Пошли. Не, я не уверен. Подожди. Пошли, я тебе покажу. Эта собака гуляет каждый день. Да я... Нас, у меня, не понял. У меня кроссовки 3000 мгновенно промокнут. У меня вообще, у него... Какие вы москвичи хлипенькие. Мурманский, прикинь, в полярную ночь пошел в туалет на улице. А у нас один может пошел, умер. То есть вы понимаете, что люди просто весь мусор выбрасывают себе под окна, и все. И ни хрена, весь двор в г***. Здесь какие-то птицы, крысы, все это едят, просто все в отходах, вонища. В Мурманске, да, есть одна хорошая центральная улица, она действительно такой широкий проспект, освещенный. А потом поднимаешься в сопки на километрах, это на километр вверх, и там вот реально все вот это вот происходит. То, что нам здесь показали. Кошмар. Я туда, когда первый раз попал, у меня тоже волосы дымом стали. Новости экономики. Крымчанка украла 70 тысяч рублей у гадалки, которая предсказала ей прибыль. Занимающаяся оккультными услугами 62-летняя жительница Симферополя сообщила в полицию о краже у нее 70 тысяч рублей. По подозрению в совершении кражи была задержана 32-летняя местная жительница. Со слов подозреваемой, с заявительницей она знакома давно и неоднократно обращалась к ней как к гадалке. Та предсказывала ей судьбу на определенный период времени. После очередного сеанса, на котором 62-летняя гадалка предсказала ей скорую прибыль, подозреваемая, не дожидаясь исполнения предсказания, похитила 70 тысяч из ее сумки, сообщили в полиции. Молодец, тетка, чего? Госдума предложит ограничить вложения россиян в краудфандинговые проекты. В России может быть введен лимит для частных вложений в различные проекты, в том числе криптоактивы, через краудфандинговые платформы, максимум 600 тысяч рублей в год. Это должно снизить финансовые рынки населения, считают в Центробанке. Центробанк врет. С краудфандингом они борются еще с 2011 или 2012 года, когда Навальный начал заниматься краудфандингом, и я попал под все это дело, и у меня заблокировали и Kiwi, и WebMoney, и PayPal, и что у меня только не блокировали. Ну вот теперь будут блокировать дальше. Ну что сказать. Разрушайте, друзья мои, свою экономическую систему. Кто-то спорит, что ли? Путин запретил табло обменников. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о запрете на уличные табло с курсами валют, объяснил, что эта мера связана с борьбой с нелегальными обменными пунктами, которые маскируются под операционные кассы настоящих банков и обманывают граждан. И это связано только с одним – борьбой с нелегальными конторами по обмену денег. Это просто наведение порядка, сказал Путин. Ну, как бороться с нелегальными обменниками? Табло запретить. Давайте посмотрим, как президент Туркменистана раскритиковал своих спортивных чиновников за неудачи спортсменов на международных соревнованиях.
веселый, мой любимый. А вот директор школы, прыгавший через костер без трусов, уволился. Руководитель Синцевского общеобразовательного учреждения в Новосибирской области Иван Аникин, которого подозревали в прыжках через костер без трусов, уволился по собственному желанию, сообщили в пятницу 21 декабря заместитель руководителя администрации Чиновского района Новосибирской области Валерий Горунов. Подозревали в прыжках через костер без трусов. Это просто какие-то, наверное... Да экстремизм, что там говорить-то? Вот на этой замечательной оптимистической ноте мы с вами прощаемся и увидимся в пятницу в 21:00 в программе «Запоребрик», как всегда, на телеканале АТР. Удачных вам выходных, всего вам доброго, до свидания.